эфире программа «Актуальное интервью», студия Анастасия Кобызева. В Якутии увеличили число водных участков, где можно ловить рыбу сетями. Где эти участки находятся, о суточных нормах вылова, о новых правилах рыболовства мы сегодня будем говорить с начальником отдела организации рыболовства, воспроизводства водных биологических ресурсов и охраны среды обитания Восточно-Сибирского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Дмитрием Губановым. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. В начале нашей беседы поясните, пожалуйста, с чем были связаны актуализированные правила рыболовства? Как вы знаете, сейчас вышли новые правила рыболовства 26 июня 2020 года. Все это было сделано в рамках того, что был принят закон о любительском рыболовстве, который вступил в силу уже с 1 января 2020 года. В соответствии с этим законом рыбакам-любителям разрешается добывать рыбу при помощи сетных орудий лова. Соответственно, необходимо было внести изменения в правила, добавить участки, потому что там у нас в старых правилах, которые до этого существовали, было только 28 участков для северных районов республики. Теперь сделали участки практически по всем районам республики, включая, если раньше было 28, теперь стало это речных участков, теперь стало 177 речных участков и добавили еще 365 участков на озерных водоемах. Поэтому на этих участках можно будет, соблюдая правила рыболовства и нормы вылова, которые тоже предусмотрены в новых правилах, суточной нормы вылова, осуществлять рыбалку сетными орудиями лова. Но при этом необходимо пройти сначала регистрацию, бешмаркировку этих сетных орудий лова, именно для того, чтобы можно было идентифицировать потом их на водном объекте, что это не чужие какие-то сети стоят, бесхозные, либо какие-то браконьерские, а конкретного человека, который пришел на законных основаниях рыбачить, добывать себе рыбу. Таким образом. А суточные нормы вылова изменились? Суточные нормы, они уже были установлены предыдущим, в принципе, правилами, пока не изменились. Все осталось так же, как и было. Можно будет ловить, допустим, в районе города Якутска, там, насколько я помню, 15 окуней, наверное, 20 ельцов и 20 шаровней, допустим, да. А по ценным видам сейчас там можно только ловить, нельму, тайменя, которые можно только по одному экземпляру в сутки, но независимо даже, сколько вы находитесь на водном объекте, эти виды можно ловить только по одному экземпляру. В остальном эти нормы вылова, в принципе, сейчас обкатываются еще, поэтому есть много пожеланий от рыбаков-любителей, и наука рассматривает возможности о изменении нормы вылова, возможно, даже в сторону увеличения будет. Таким образом. А если рыбак поймал в сети больше положенного, его могут оштрафовать? Как вообще это регулируется правилами? У нас что можно поймать? Суточная норма одно, но у нас, как правило, выезжают люди не на один день, а на выходные, допустим, начинать даже с пятницы. Поэтому у нас правилами предусмотрено, что при нахождении на водном объекте более 2 суток можно вылавливать 3-суточную норму и вывозить, за исключением только тайменя и нельмы, которые можно ловить только по одному экземпляру. Соответственно, если рыбак поймал больше положенного, то необходимо в соответствии с правилами рыболовства с наименьшим повреждением отпустить водный объект обратно в среду обитания. Иначе, конечно, будет нарушение правил рыболовства, соответственно, будет административный штраф при том, что если, конечно, попадет на глаза госинспектору.
А есть ли изменения Поэтому по... лучше соблюдать. Да, лучше соблюдать правила и нормы вылова. Вообще, есть ли изменения по срокам рыбалки? Сроки рыбалки у нас не изменились. У нас как были ограничения именно по временным отрезкам. Это для весенне нерестующих был запрет на применение сетных орудий лова, и осенний нерестующих, осенний запрет это с 15 мая, допустим, в городе Якутске с 15 мая по 15 июня, и осенний с 20 сентября по 20 октября. Вот в эти периоды сетными орудиями лова нельзя будет пользоваться, но никто не запрещает при этом ловить рыбу на удочку, на спиннинг, на закидушки. Это не возбраняется. Ну, за исключением, конечно, вылова сетра. Потому что на сетра у нас нормы вылова нет. По правилам рыболовства его можно добывать только на участках, которые предназначены для организации любительского спортивного рыболовства. Но в настоящем времени у нас, к сожалению, закрепленных за юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями таких участков пока нет. Поэтому ждем изменений в законодательстве. У нас там распоряжение правительства должно будет выйти, чтобы утвердить районы, где можно будет осуществлять организацию любительского спортивного рыболовства. Таким образом. Дмитрий Николаевич, а какие еще изменения внесены в правила рыболовства? Ну, здесь, значит, правила-то правила. Так, у нас для правил, в принципе, там больше такого особо ничего нет. Там добавились, у нас добавились эти районы. Плюс для удобства пользователей рыбаков всегда, сейчас сделали, добавили ко всем ограничительным и разрешительным участкам, где разрешено и где запрещено, координаты географические, чтобы можно было сейчас все, ну, большинство, во всяком случае, оснащены и всевозможными гаджетами, которые определяют местонахождение человека на водном объекте. Чтобы у нас уже было конкретно место определено, где можно, где границы стоят, или потому как ранее это просто при простом описании разные уровни воды и, соответственно, вот эти, так скажем, границы могли меняться. Да? Теперь, значит, это ограничено конкретно уже независимо от того, что уровень будет, там, остров появился или остров исчез под водой, то это ориентир этот исчез, а границы, координаты остались. Поэтому здесь это дополнительная такая информация, которая, в принципе, будет помогать, наверное, и рыбакам, и инспекторам для того, чтобы все это было на законных основаниях. А каковы правила постановки на учет орудия для ловли рыбы? Ну, правила постановки у нас, значит, на учет маркировка. Правила маркировки утверждены постановлением правительства. Значит, они включают в себя, чтобы необходимо написать заявление в территориальный орган, то есть у нас Восточно-Сибирское теруправление, и либо в сам головной, так скажем, офис, либо в межрайонные отделы, которые находятся у нас в Тиксе, в Черском, в Ленске, в Белой горе. Вот, поэтому здесь подается заявление, там указывается фамилия и отчество, ИНН, паспортные данные, значит, адрес места жительства. Далее, значит, указывается орудие лова, которым собирается рыбак осуществлять добычу водных берестцов. Значит, при этом указывается длина, высота, ячея орудия лова. Это относится не только к сетям, но и к бредням, значит, и всевозможным ловушкам, в том числе и якутский куюр тоже подходит под сетные орудия лова. Поэтому для того, чтобы даже пользоваться куюром в весенний период на озерах при добыче карася, все равно необходимо, значит, пройти маркировку орудия лова. Потом, после этой маркировки, значит, когда
присвоится номер каждому из орудий лова. Значит, сам пользователь изготавливает бирку установленного образца, ну, не размера там где-то 10 на 15, по-моему, вот, сантиметров. Все на это орудие лова прикрепляет, и потом в установленных местах, которые разрешены теперь уже в приложении номер 3, и куда, в принципе, у него зарегистрировано это орудие лова, он имеет право в разрешенные сроки устанавливать эти орудия лова, добывать водные биоресурсы для пропитания. Таким образом. А какие орудия лова запрещены? Ну, у нас, значит, все орудия лова, которые разрешены, они, так, у нас в правилах рыболовства таким образом сказано, что все запрещено за исключением. И за исключением этих правил рыболовства у нас там и перечислены удочки, крючковые снасти, значит, щитные орудия лова, но при этом все определено по количеству крючков, значит, не более 10 крючков, допустим, если вы добываете крючковые снасти, значит, в сумме там не должно превышать, значит, допустим, 3 закидушки по 3 крючка и плюс удочка, вот вам уже будет 10. Вот. Потом, значит, ну, что из запрещенных у нас запрещено и способом багрения, значит, осуществлять рыбалку, запрещено, значит, способом глушения рыбы. Значит, в темное время суток запрещено пользоваться острогой с применением, значит, подсветки. Поэтому вот это основные такие, скажем, браконьерские виды, которые используются у нас из таких. А все остальное у нас запрещено, значит, применение щитных орудий лова ячеей менее 22 миллиметров. Ну, за исключением, конечно, бредня тугункового, которого, значит, ячея 10 миллиметров, но это активное орудие лова, поэтому там то, что попадает, еще можно быстро и отпустить, если лишнее попало с наименьшим повреждением. Вот. А так, сети по размеру ячеи свыше 22 миллиметров, и дальше просто не ограничено, но у нас не будешь подменять, конечно, их, которые на 200 сети, потому как у нас тут 200 миллиметров, я имею в виду, что у нас такой рыбы практически здесь нет. Ну, за редкими исключениями, то может быть там либо крупный налим, либо что-то еще может попасть и таймень большой, да? Вот. Ну, в частности, где-то, наверное, так. А как часто наши рыбаки нарушают правила? Ну, здесь есть, конечно, такое. У нас, вот, в принципе, регулярно наши инспектора выезжают в рейд и, соответственно, значит, выявляют данные нарушения. То, в основном, наверное, там кто-то пользуется вместо одной сетки, значит, ставит 2, но хотя 2 сетки у нас разрешены на Карасевых озерах, которые не имеют гидрологической связи с рекой, на них разрешается установка 2 сетей. Вот, именно на Карасевых озерах. А на реке в данный момент только по одной сетке можно использовать. Поэтому где-то вот в таком случае, ну, и норму вылова, конечно, бывает, что не соблюдает. Ну, при этом, получается, тогда административные штрафы накладываются. Ну, допустим, за 2019 год там более 500 административных дел было возбуждено. Соответственно, наложены штрафы. Вот. Ну, штрафы на физических лиц у нас накладываются, по-моему, от 2 до 5 тысяч, на должностное лицо у нас идет от 10 до 20, и на юридическое лицо от 100 до 200 тысяч рублей штрафные санкции. Ну, я, кстати, говорю, что у нас правила рыболовства, они у нас установлены не только для любителей, в принципе, да, но и для промышленников, соответственно. Поэтому здесь еще вот новшество по отчетности в правилах рыболовства. Получается, вот с июля месяца, с 26 июля, уже отчетность по добыче водных биоресурсов изменилась. И теперь, значит, необходимо
предоставлять отчетность те, кто занимается промышленным рыболовством, прибрежным, либо организации любительского спортивного рыболовства, либо традиционным рыболовством занимаются, то бишь для осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, не имеющих рыболовные участки и разрешения, они должны предоставлять сведения о добыче теперь по состоянию на 5, 10, на 15, на 20, 25 и на последний день месяца, значит, не позднее суток после указанной даты. Вот. Это новшество. Раньше было всего, значит, указано у нас предоставлять сведения 2 раза в месяц по состоянию на 1 число и на 15, но не позднее 3 и 18 числа. Поэтому необходимо обязательно вот этот порядок соблюдать, потому что все это у нас наказывается штрафными санкциями, никому не хочется из-за этого страдать. Вот. Поэтому, пожалуйста, изучайте правила обязательно в порядке, потому что новое немножко там все-таки у нас меняется. Поэтому надо обязательно все-таки соблюдать. Вот. Дмитрий Николаевич, спасибо. Очень полезная информация прозвучала для наших рыбаков. Спасибо еще раз. Спасибо рыбакам, конечно, что они у нас есть. Но и самое главное, что у нас традиционный, так скажем, отдых на воде, он подразумевает всегда не только, значит, купание, но и, соответственно, рыбалку. Рыбалка у нас занятие очень такое доброжелательно хорошее. Но хочется пожелать рыбакам-любителям, чтобы при нахождении на водном объекте соблюдали, конечно, и правила рыболовства, соответственно, все законодательства, не загрязняли водные объекты и акваторию водного объекта. Ну и тогда, вот, если будет все это у нас соблюдено, то тогда и встреча с инспекторами у нас будет только, так скажем, на нормальном разговорном уровне, и когда можно услышать от инспекторов только разъяснения по правилам рыболовства или дальше по поведению на водном объекте и так далее. Но не без, так скажем, штрафных санкций, никто не будет никому портить настроение. Поэтому удачи, рыбалка. О новых правилах рыболовства в Якутии мы говорили с начальником отдела организации рыболовства, воспроизводства водных биологических ресурсов и охраны среды обитания Восточно-Сибирского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Дмитрием Губановым. Оставайтесь с нами.